Каким образом справляться со спасательством, мы с вами разобрались. Теперь расскажу, какой у меня был случай, как изумительно находятся возможности, когда есть цель поставлена. Знаете, как пришла ко мне молодая женщина, у нее требовательный муж, 3 детей, еще гости регулярно бывают, такие, знаете, которые там на месяц приезжают погостить. В общем, южная семья, и совершенно нет времени ни для себя, ни для своих увлечений. У нее в детстве было то же самое, большая семья и много братьев-сестер. Она взяла ролевую модель от мамы. С чем пришла? Освоила новую профессию, оказывать услуги дистанционно, с телефоном. Там, ну, конечно, для нее это выход. И реализоваться, и в семье быть. И мы начали работать, как раз нашли очень сильное чувство вины. То есть она прям говорила, если я не для кого-то делаю, а для себя, прямо это так нельзя, это неправильно. В регрессии на сеансе нашли тот момент. У нее в детстве, когда она что-то хотела сделать именно себе, взять себе, папа резко прервал. На уровне подсознания это запомнилось как запрет. Для себя нельзя, можно только для всех, чтобы всем было хорошо вокруг. Вот. И когда мы проработали, там и чувство вины, и страх, что отец наругает, ну, в данном случае страх перед мужем, на мужа перешел. Здесь же такая прямая связь. Знаете, почему рассказываю? Потому что не поверите, как она нашла место для себя, где она может свои услуги делать дистанционно. В машине мужа. Дома много и народа, и шума, нет возможности уединиться. А вот в машине у мужа как раз очень даже. Представляете, такой потрясающий. Для меня это было откровение. Как человек, когда он снимает какие-то оковы страхов, вины, всех негативных эмоций, как у него он начинает разумно, творчески мозг работать, находить решение любых вопросов. Этим я хотела поделиться. Оставайтесь на связи. Решаем тонкие психологические моменты.